Директор Абеги, кандидат филологических наук Арда Ашуба, рассказал о деятельности института за отчетный год. В Абеги работают 143 человека, из них 111 научных сотрудников. Ежегодно институт проводит внутри страны археологические, этнологические и фольклорные экспедиции. В 2023 в Абеги было проведено более 20 научных конференций, среди которых были и международные. Арда Ашуба отметил, что сегодня отмечают юбилей человека, который посвятил свою жизнь абхазской науке. Сын Хухута Бгашба, археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук Олег Бгашба не смог присутствовать на итоговой научной сессии, но прислал видеообращение. Он рассказал, что Хухут Соломонович был интровертом. Это проявлялось в его поведении, отношении к людям. Относился он довольно ровно, ни разу не повышал на меня голос и, естественно, и руку. Я относился к нему с пиететом, уважением, но, тем не менее, немножко побаивался. Воспитанием моим в детстве он особенно не занимался, все было переадресовано в адрес моей бабушки по материнской линии Александры Владимировны, которая пела девушкой в церковном хоре до замужества Андрея Максимовича Чочо, моим дедушке по материнской линии. Ну, он особенно, конечно, как я сказал, воспитанием не занимался, никуда не ходил со мной, но иногда он брал меня в институт после 5 часов вечера, потому что люди в то время после 5 часов вечера снова начинали работать, потому что вождь народа, он как раз в это время тоже начинал работать до 12 часов ночи. Ну, вам, наверное, будет интересно, как выглядел институт в то время. Первый его вариант. До ремонта и до, конечно, естественно, пожара. Там в зале стоял большой стол бильярдный, на бильярдном столе пинг-понговский. Когда надо было, они играли на бильярде. Отец, правда, не знал все премудрости теории игры на бильярде Кориолиса, обратно Эфе, но он, когда бил центр шара, тот залетал в лузу, он радовался, как ребенок. Про детство. Он был рассеянный с улицы Бассейной, как настоящий ученый. Был Новый год, нужна была елка, а он все не покупал. Мы ждали, не дождались и купили не только елку, но и украсили ее. Он пришел в комнату, сел рядом с елкой, чуть ли не касаясь коленями, взял газету, стал читать. Я говорю: папа, давайте, когда мы купим елку? Он говорит: сейчас чай выпьем и это куплю я. Я стал смеяться, он поднял голову, увидел елку, посмотрел на меня, и я захлебнулся в своем смехе. Но он меня не поругал. Конечно, это ему было неприятно, ему не понравилось. Старший научный сотрудник сектора русского языка и литературы Дагестанского научно-исследовательского института педагогики имени Тахогоди Миасат Муслимова поздравила всех с открытием конференции и чествованием выдающегося академика Хухута Бгашба. Та деятельность, которая проводится в Абхазии по и увековечиванию имен выдающихся сыновей и дочерей своей родины, и по развитию науки, культуры, она не может не вызывать восхищения. Потому что даже вот сейчас, слушая родной язык, я наслаждалась звучанием речи, тем, насколько чистая родная речь, которой нет никаких других вкраплений на мой слух. У нас проблема очень остро стоит защиты родных языков. В семьях перестают языки функционировать. Мы, к сожалению, Дагестан самая богатейшая республика по этническому разнообразию, где только коренных 36, там и 40 разные цифры называются языков. Вот этот процесс идет. И вот мне кажется, Абхазия – это замечательный пример, и я желаю успехов на этом пути, поддерживать вот эту тенденцию сохранения родной культуры, родных языков. Она наградила Геннадия Аламия и Владимира Зантария медалью имени Салиха Гуртуева, учрежденную Клубом писателей Кавказа. На пленарном заседании с докладом «Жизненный путь и научное наследие Хухута Бгашба» выступила доктор филологических наук профессор Агу Лиля Хагба. С докладом «Сибирский период Салумана Бгашба» кандидат исторических наук профессор Агу Станислав Лакоба. В данное время не только мы отмечаем 110-летие Хухута Соломоновича Бгашба,
Ну, наверное, многие об этом не знают и не могут знать, но в этом году 150 лет исполняется его отцу Салуману Багашко, который 1874 года рождения, а умер в 1922 году, то есть он прожил всего 48 лет. И когда его не стало, Хухут Салмановичу было 8 лет. Очень интересная судьба этого человека, я не буду сейчас подробно говорить, потому что в Абхазии все знают, что это был, в принципе, народный герой, воспетый в песне. Но архивные исторические материалы, этих материалов не было долгое время. И вот у меня была такая программа о политических ссыльных из Абхазии во внутренних губерниях Российской империи. И я с 1986 года занимался этой темой. У меня был ряд поездок, и я, в общем, тогда объездил практически все архивы Советского Союза, и сибирские, и дальневосточные, и уральские, и североевропейской части СССР, ну, не говоря уже о центральных архивах. Очень много материалов было, это было все с одобрения легкой руки Георгия Алексеевича, который, в общем, говорил, что очень хорошая тема, и жаль, что я на нее не обратил в свое время внимания. Вот новый документ, датированный сентябрем 1901 года, из которого стало ясно, что Багашбай Соломон содержался в самой большой Знерчинской тюрьме, в Зерентуйской каторжной тюрьме. Не помню, есть ли это в его прошении к царю. Так, в сентябре 1901 года в ней содержалось около 900 человек. И еще прежде чем заключенный каторжанин попадал в ссылку, он проходил своеобразный промежуточный этап. Перечислялся в разряд исправляющихся. Затем, если он не подвергался наказаниям, через пару лет его освобождали на жительство вне тюрьмы. Также с докладами выступили ученые Ирина Басария и Налгицба Мадлена Лакарба. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ.